Здравствуйте, дорогие мои подписчицы! Сегодня я вам покажу на мастер-классе слоеное тесто. Это слоеное тесто универсальное, оно подходит ко всему. Для самсы можно это приготовить, пирожные, язычки, рогалики и разные виды изделий. Сразу покажу ингредиенты, что нам нужно для слоеного теста. Я на 1 килограмм муки взяла вот два желтка. Белок здесь не нужен, только желток нужен. 100 грамм растительного масла. Я взяла масло деловское растительное, без запаха должно быть. 0,5 чайной ложки соли и 0,5 лимонной кислоты и 500 миллилитров холодной воды. Обязательно она должна быть холодным, не теплым. И мука высшего сорта я взяла. Мука 1 килограмм. Вот. Сейчас начну вот с желтка. Желток положим. Ну, с чего вы хотите начинать, сразу уже сами знаете. Вот соли положим неполной чайной ложки. Лимонная кислота тоже 0,5 ложек. Холодной воды. И надо все это хорошенько перемешать, чтобы соль растворилась. Желтки разведем и положим сверху муку. И будем месить тесто. Тесто не совсем мягкое и не совсем твердое, среднее должно быть. Муку надо через сито провести. Я сразу через сито провела, и чтобы не тянуть время. Вот замесила тесто. Вот такое должно быть эластичное, гладкое тесто. И сейчас будем уже на столе месить. Так надо об стол отбивать. Для чего мы будем бить это тесто? Для того, чтобы было пористым. Тесто было гладким, чтобы внутри было пористым. Изо всех сил надо отбивать в течение 5 минут, чтобы хорошо поднималось слоеное тесто. Вот в чем секрет слоеного теста. Вот тесто отбили хорошо. Теперь будем делить сейчас по 300 грамм. Сейчас я вам покажу, какое внутри. Видите, пористый. Вот такое должно быть тесто. Сейчас будем делить по 300 грамм каждый. Где-то так по 300 грамм. Сейчас плюс-минус посмотрим. Вот по 300 грамм взвешиваем и по 300 грамм вот так должно быть. Из 1 килограмма у меня вот получилось по 300 грамм
5 частей. И каждому тесту мы положим по 100 грамм маргарина. Сейчас я покажу. Каждое тесто будем заворачивать сейчас в клеенку и поставим в холодильник на полчаса отдохнуть. А затем через полчаса уже будем по 100 грамм маргарина ложить и покажу, как ее надо катать тесто. И сейчас поставлю эти в холодильник. Итак, девочки, мы продолжаем. Вот взяли тесто и раскатать надо для того, чтобы положить туда внутрь маргарин наш. Маргарин можно покупать разные виды, есть маргарины, но я предпочитаю именно для слоеного теста, так как слойки там очень хорошо будут видны в тесте. А с обычным маргарином я один раз пробовала, но почему-то не так уж получилась у меня слойка. Но говорят, что и с простым маргарином тоже подойдет. Но я предпочитаю такой маргарин. Квадратным вот так надо закатать. И вот маргарин по 100 граммов положим. Это тесто 300 грамм, это маргарин 100 грамм. И заворачиваем. Стряхнуть муку и конвертиком заворачиваем. И вот так надо нажать скалкой, чтобы маргарин по всему тесту расположилась. Маргарин должен быть теплым, ну, не совсем растаявшим и не холодным, так как она по тесту должно быть гладко, вот так расположиться при раскатывании. То есть маргарин должен быть мягким. И вот таким образом вот раскатываем. И много не надо катать. Таким образом сейчас завернем обратно конвертик и положим пакетик. И поставим это тесто в холодильник на полчаса. И будем повторять это 3-4 раза. Такое тесто хранить можно в морозильнике до 2 месяцев. Она не испортится. Вот. Муку распылять совсем немного. Вот как на видео видите, так чересчур много не надо, она не будет клеиться на стол.
потому что там есть достаточное количество масла. Поэтому такое тесто гладкое и не прилипает к столу. Вот таким образом мы и вот так обратно будем заворачивать конвертик. Если вот такие пузыри образовались, ничего страшного, они сами по себе уйдут. Лопать их не надо. Тесто не надо переворачивать, как раскатали первый раз, так и будем раскатывать таким образом. Тесто, то есть маргарин по всему тесту раскатался. И заворачиваем конверт. Девочки, вот полчаса прошло. Раскатываем тесто. Вот такое у нас тесто должно быть. И насчет маргарина я хочу сказать. Когда выбираете маргарин, должна жирность 82%. Обязательно. Но я маргарин как выбираю? Я покупаю в кондитерском магазине. Там в кондитерском магазине продается специальный маргарин для слоеного теста. Она специально продает по килограмм, там, ну, по-разному продают. Некоторые по 2 килограмма продают. Маргарин вот такой плоский, квадратный. Не вот такой маленький, а вот такой квадратный. Бывает маргарин для слоеного теста именно. Он бывает такой тонкий. Вот. Или же можно купить в компании 3 желания. Можете пойти туда, но там по килограмму не продают, сразу говорю. Там коробками. Например, в одной коробке 5 килограмм. И сразу можете покупать 5 килограмм. Понятно, да? Второе тесто точно так же раскатываем. Видите, как получилось красиво. Из этого теста мы будем, я покажу, что можно приготовить. Вот. И со всеми тестами вот так раскатываем и ставим на полчаса в холодильник. Через полчаса обратно также раскатываем и ставим еще раз на полчаса. И таким образом делаем 3-4 раза. Понятно, да? Вот. Вот, девочки, уже второй раз я буду катать. Полчаса прошло. Муку так много не надо сыпать. Также повторяем
И заворачиваем в клеенку. Видите, масло уже распределилось по тесту, уже не видно масла. Так должно быть слоеное тесто. Вот так, девочки. И слоеное тесто у нас заворачиваем также в клеенку и проделываем с каждым тестом. И ставим на холодильник на полчаса. Здравствуйте, девочки! Сегодня уже второй день. Вчера мы приготовили слоеное тесто. Тесто должно постоять один день. И теперь мы уже будем сейчас готовить самсушки из слоеного теста. Здесь у меня фарш и лук. Здесь фарш 150 грамм, а лука 300 грамм. Лук должно быть в 2 раза больше, чем фарша. Если, например, будете брать фарш 500 грамм, то лук будете брать где-то килограмм или там 800 грамм. Ну, в общем, должно быть больше, чем фарш, потому что чем больше лука, тем вкуснее получится самса. Теперь добавляем соли. Черного перца. И вот такую приправу для самсы. Это в каждом магазине, я думаю, есть. Это чуть-чуть немного. Можете и не добавлять, если не хотите. И будем мешать сейчас. Хорошенько перемешать. Мясо к самсе подойдет любой фарш. Можно и бараний, и говяжий, и конины. У меня здесь, я взяла конины, конечно. Мы любим, чем говяжий, любим конины. Она вкуснее. Ну, а вы сами предпочитаете, какой захотите. Из этого слоеного теста сейчас будем еще готовить трубочки. Тоже покажу, как готовить трубочки и рогалики. Вот, наш фарш готов. Сейчас приступим уже к хлебке. Видите, как красивое тесто получилось у нас. Берем, значит, и будем сейчас где-то получается 30-40 граммов. Так, это чуть-чуть много. Вот так. Закрываем пленочкой, чтобы не высохло.
Так. Девочки, тесто берем по 30 граммов каждое. У меня рука уже привыкла, и я знаю, сколько надо брать. Поэтому автоматически у меня все тесто получается по 30 граммов. А вы можете взвешивать 30 можно, по 40 грамм можно, ну, на ваше усмотрение. Но тесто не должно быть таким совсем тонким. Нормально, среднее должно быть. Сейчас я при раскатке покажу. Так, заранее приготовить надо. И сейчас будем уже показывать. Тем временем, девочки, надо духовку нагреть до 220 градусов. Ставим на ваше усмотрение. Печка какая, смотря какая у вас. На 180 градусов на полчаса. Вот, девочки, готовые наши самсушки. Я уже взяла с духовки. Вот, посмотрите. Сейчас, какой горячий. Вот, какой горячий. В общем, так. Вот внизу какой. Видите, какой красивый, слоистый.